О том, что конкурс на лучшее подсобное хозяйство вновь стартовал, Марет Евлоева услышала по телевизору. Женщина решила в этом году не упускать возможность побороться за главный приз. Тем более она любит трудиться на земле. Каждый клочок земли уже Баклажаны, помидоры, огурцы, листья салата, базилик, болгарские острые перцы, картофель. На очереди еще арбузы. Марет признается, обильные дожди немного повредили ее посадки, но она не отчаивается. гуляй аз охшерно малцахалара масюхам дахисждош. Авеш тахозла тайтал хая цахам лидиска морковка масюхам хахани. Я бычье сердце я чилиже. Секрет хорошего урожая в правильном уходе. Никакой химии, только подкормка, своевременный полив и удобрения. Пропалывать грядки и убирать лишние побеги, листочки и сорняки женщина выходит рано утром. Наш удобрение жет, сях сыворотка ет, аз на дрожжах заю, аз настойки из тох, аз ахан, зеленка тох, аз. И гнилые вот эти листы, чемаля, гнилые листы, шаях ет, заходит 20. Да, 20. Пару лет назад женщина посадила яблоки нескольких сортов, сливу, фундук и малину. Для Марет Евлоевой личное подсобное хозяйство не просто хобби, а серьезная работа, которая щедро окупается. Овощи и фрукты она практически не покупает, делает из них соленья, варенье и компоты, а часть раздает родственникам и соседям. Баклажаны закручивать дуах, помидор еще, салат дуах, капуст еще дуах. Потом позднюю редиску, черную и белую, сажаем в конце июля. Даду до ахас, схулту круглый год хошсом. Что такое? Квартале только. Все что. Потом малину мы уже закрутили, 3 ведра сорвали. Беш малина ох, клубники алмаханя, а малина варенье жай ох. Конкурс, инициированный главой Ингушетии в 2021 году, стартовал в начале июня. В этот раз участие в нем принимают более 400 человек. Специальная комиссия уже начала отбирать лучшие из представленных ЛПХ. Весь период с 13 июня по 5 июля администрацией города Назрань было принято 67 анкет. Из этих 67 анкет было отобрано наиболее самых лучших хозяйств в количестве 19 штук. Весь материал в свое время нами представлен Министерству сельского хозяйства, продовольствия Республики Ингушетия. Второй этап конкурса продлится до 27 июля, а значит, имя победителя станет известно уже скоро. Обладатель первого места получит 500 000, второго – 300 000 рублей, третьего – 200 000, а последующие участники получат за свои старания уже по 50 000. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Новости 24.